Добрый день, уважаемые слушатели, любители классической музыки. Меня зовут Альфия Газизовна. Я преподаватель-теоретик музыкального училища имени Мукана Тулебаева и очень рада встрече с вами. Сегодня мы поговорим о выдающемся деятеле музыкальной культуры Казахстана, удивительном человеке и композиторе Ахмете Жубанове, которому в этом году исполняется 115 лет со дня рождения. Ахмет Куанович Жубанов – это национальная гордость нашего народа. Его имя тесно связано с зарождением, развитием и расцветом казахской профессиональной музыки в XX веке. Среди его современников можно найти равных ему по таланту, но трудно назвать человека, чье дарование раскрылось так многогранно. Ахмет Жубанов стал основоположником и новатором во многих областях музыкального искусства, прошел путь до академика и народного артиста Казахской ССР. Ахмет Жубанов родился 29 апреля 1906 года в Актюбинской области. Становлению личности будущего композитора благоприятствовала среда, в которой он рос и воспитывался. Его отец был просвещенным человеком в ауле, мечтал о том, чтобы дать образование своим детям. В 13 лет он лишился отца, но его старший брат, Кудайберген Жубанов, впоследствии крупный ученый, профессор-лингвист, много сделал для воспитания и образования Ахмета. Большое впечатление произвела на юношу вышедшая тогда книга Затаевича «1000 песен казахского народа». В 1928 году Ахмет Жубанов едет в Ленинград, где обучается игре на скрипке, гобое, затем композиции. Будучи студентом, с увлечением изучает музыку русских и зарубежных классиков. После обучения он возвращается в Казахстан и реализует свои многогранные способности. Пишет музыкальную азбуку, работает в музыкально-драматическом техникуме, где создает первый ансамбль дамбристов, состоящий из 11 исполнителей. Молодой юноша, 26 лет, он все это понимал. В общем-то, он подвижник в своем деле, потому что никто ему не говорил: создавай оркестр. Мы должны быть сегодня благодарны конкретно Ахмету Жубанову за то, что вообще такой жанр, как и такой коллектив, как оркестр казахских народных инструментов вообще существует и имеет место быть. Ведь именно он был первым, кто создал народный оркестр. Представляете, что Ахмет Жубанов собрал вот этих талантливых людей, когда не знавших нотной грамоты, потому что это все-таки с Европы пришло к нам через Россию. Собрал самых разных кюйши, самых разных известных исполнителей, которые ездили по степи, играли, и заставил играть вместе. Сама идея, я думаю, что в то время, в начале 20 века в Казахстане, была абсолютно новаторской и, более того, наверное, даже революционной. В настоящее время это большой музыкальный коллектив, в составе которого около 80 человек. Сегодня им руководит прекрасный дирижер, наш земляк Жанас Бекентуров. Свое 80-летие празднует старейший в республике Государственный академический оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы. В Алматинском театре оперы и балета имени Абая прошел большой концерт. Со сцены звучала прекрасная музыка, народные кюи и инструментальные произведения. Гульнара Умарбекова с подробностями. Вот
Такими аплодисментами встречали зрители оркестр, который уже 80 лет блестяще представляет Казахстан на самых престижных сценах. Он был организован в далеком 1934 году. Тогда композитор и фольклорист Ахмет Жубанов собрал талантливых людей, самых разных исполнителей, не знавших нотной грамоты, кюши, дамбристов, чтобы они сыграли все вместе. Сама идея уже была новаторской. Жубанов научил музыкантов прислушиваться друг к другу, играть так, чтобы каждый инструмент вливался в единое звучание. Через 2 года, когда Ахмету Жубанову исполнилось всего 30 лет, оркестр с грандиозным успехом выступил в Москве на сцене Большого театра. В первом составе было всего 11 музыкантов, исполняющих только казахскую музыку. Сейчас в оркестре 80 человек, а в репертуаре около 4000 произведений отечественных и зарубежных композиторов. С музыкальным коллективом связаны имена звезд казахского искусства: Розы Багланова, Ермека Серкибаева, Бибигуль Тулигенова, Алибека Днишева. Среди тех, кто в разное время дирижировал коллективом: Мукан Тулибаев, Нургисат Линдеев, Шамгон Кашгалиев. Их подхватывали новые поколения музыкантов. На юбилейном концерте аплодисментами встретил зал тех, кто руководил оркестром в более позднее время: Алдабергена Мурзабекова, Айткали Жаимова, Дюсена Укибая, Жалгасбека Бегендикова. И вот, как и раньше, взмах дирижерской палочкой. В свой юбилейный год коллектив выступил на родине основоположника оркестра Ахмета Жубанова в Актюбинской области. В других регионах страны побывал с гастролями в США. Репертуар пополняется все новыми произведениями. Конечно, с этим есть определенные трудности, говорят руководители оркестра, но это уже вопрос трудовых буден. А сейчас у них праздник, юбилей, аплодисменты восторженных поклонников. Гульнар Умарбекова, Серик Бакбаев, Алматы. В 30-е годы проявилась организаторская деятельность Жубанова. Он открывает кабинет по изучению народной музыки, экспериментальную музыкальную мастерскую по усовершенствованию народных инструментов. По инициативе Ахмета Куановича был создан новый инструмент прима-кобыз с красивым звучанием. Все-таки старинный кыл-кобыз долгое время являлся священным инструментом. Ахмет Жубанов проявлял огромный интерес и к литературе. Он обладал удивительным даром рассказчика, умел правдиво и убедительно доносить идею до окружающих, словно он сам был их свидетелем. Как композитор Ахмет Жубанов проявил себя с 1938 года по 2 направлениям. Он занимался обработкой народных песен и кюев и писал свои произведения. Это была музыка к спектаклям и кинофильмам, романсы и песни, сочинения для оркестра. Послушайте ставшую популярной песню «Акку Гершин», которая покоряет своей простотой и самобытным мелодизмом.
Важная сторона плодотворной деятельности Жубанова – это его работа по подготовке национальных кадров. Он многие годы возглавлял кафедру казахских народных инструментов Алма-Атинской государственной консерватории. Его воспитанниками были Нургисат Линдиев, Шамгун Кашгалиев, Рустембек Умаров и другие. В 1950 году был создан цикл пьес для фортепиано под названием «Таджикские танцы». Поводом стало искусство замечательной исполнительницы восточных танцев Шарипы Турикбаевой. Сейчас прозвучит 5-й таджикский танец. Достаточно попытаться лишь представить себе всю творческую жизнь Ахмета Жубанова, как невольно охватывает удивление перед его колоссальной работоспособностью и трудолюбием. Он написал сотни исследовательских работ, статей и очерков, посвященных казахской народной музыке. Это бесценные книги, как «Струны столетий», о жизни и творчестве народных кюйши, «Соловьи столетий», о выдающихся акынах, Курмангазы, музыкальная культура казахского народа и другие. Труды Жубанова стали основой для развития музыкознания в республике. Ахмет Куанович Жубанов – это композитор самобытный и ярко-национальный, который внес большой вклад в казахскую профессиональную музыку. Он автор многих произведений различных жанров, среди которых симфонические произведения и оперы, камерные, инструментальные и хоровые сочинения.
К написанию крупных музыкальных сочинений Жубанов пришел уже с большим творческим багажом. Жанр оперы – еще одна вершина, покоренная Ахметом и Жубановым композитором. Это оперы «Абай» и Тулигин Тохтаров, написанные Жубановым в соавторстве с Хамиди. Другой вид представляет радиоопера «Курмангазы». Свой замысел Ахмет Куанович при жизни не успел воплотить до конца. Последние штрихи оперы осуществила его дочь, Газиза Жубанова. Опера «Абай» стала новым словом в казахской музыке. Надо сказать, что не все гладко и счастливо было в жизни композитора. В послевоенный период Сталин активизировал новую волну политических репрессий. Эти преследования коснулись и представителей творческой элиты Казахстана, среди которых был и Ахмет Жубанов, первый академик-музыковед. В числе недоброжелателей Ахмета Жубанова были не только ярые сторонники чисток внутрипартийной элиты, но и коллеги по цеху. Ахмета Жубанова не спасли его достижения и вклад в музыкальную культуру, особенно критиковали его книги.
партийное руководство приняло решение уничтожить остатки деятельности Ахмета Куановича путем публикации статей, очерняющих его наследие. Как итог, Ахмет Джубанов был исключен из ряда партии, освобожден от должности руководителя консерватории и исключен из Союза композиторов Казахской ССР. Он тяжело переживал такое моральное унижение, но в 1953 году был оправдан. В это время только семья поддерживала композитора и давала духовные силы. Как ощутить славу родителя? Это внушает такое чувство гордости за него. Но, зная ту жизнь, благодаря которой он пришел к славе, удивляешься вот тому, как он смог через все это пройти. И вот ему теперь исполняется 100 лет, а его слава теперь разрастается. Почему? Потому что те трагические годы, они у нас, они в нашей семье. А для окружающих он великий композитор, академик. И только мы можем, близкие, знать не по книгам, а потому как мы с ним вместе прожили эту тяжелейшую жизнь, мы знаем, чего стоила вот эта его великая слава. Основы музыкального воспитания Ахмет Джубанов заложил и в свою дочь Газизу, которую можно по праву назвать лидером композиторской школы Казахстана. Достойно продолжают его традиции в музыке внуки Алан Бурибаев, Алиби Мамбетов. В следующих поколениях Жубановых есть и композиторы, и пианисты, и скрипачи, и ученые. Яркой звездой на музыкальном Олимпе сверкает правнук Ахмета Куановича, знаменитый маэстро Алан Бурибаев. Потрясающе! Творец, всю свою жизнь посвятивший тому, чтобы познакомить мир с музыкальной культурой своего народа, сам стал достоянием мировой культуры. Его традиции стали примером для последующих поколений композиторов и дирижеров. Ахмет Джубанов, ревностно оберегавший наследие казахской народной музыки, до самого последнего дня своей жизни ни на мгновение не переставал думать о судьбе музыки, ставшей идеалом его жизни. Итак, наша встреча закончилась. Надеюсь, что вам понравилось. Благодарю всех за внимание. Всего вам доброго. До свидания.